У вашым выданні план Б з'явіўся артыкул, які кажа, што беларусаў будуць лячыць бясплатна з вялікімі агаворкамі. Вы, як аўтарка, што вы мелі на ўвазе? Ну, на самом деле оговорки были всегда. Это действительно это была такая часть социального контракта. У нас бесплатная медицина. Любой, кто лечился в Беларуси, знает, что быстро, качественно, бесплатно не было никогда. Всегда надо было сильно напрягаться или платить, или и платить, и напрягаться. Ну, то есть не было такой же системы, которая позволяла получить качественную медицинскую помощь, особенно если речь идет о каких-то высоких технологиях или о достаточно сложном лечении. Понятно, что есть какая-то базовая доступность. Да, мы все можем пойти к терапевту, взять больничный. Да? Не знаю, никогда этого не делала, поэтому... Сама. Я нават не разумею, як это робится. Да, страховой медициной я тоже пользовалась, но не пользовалась. В смысле, я была застрахована и благополучно не пользовалась ею. Да? Вот. Сейчас получилось так, что, с одной стороны, в Конституции уже изменено вот это право на бесплатную помощь, которое было изначально записано как право на бесплатное лечение в государственных учреждениях. Сейчас оно изменилось. У нас есть право лечения за государственный счет в объемах, установленных законодательством. То есть, с одной стороны, мы можем за государственный счет лечиться, получается, наверное, и в платных тоже медицинских учреждениях. По крайней мере, так есть во многих местах в Европе, и многие этим пользуются. Это удобно, когда ты можешь свою вот эту бесплатную квоту, свой вклад использовать в частном учреждении, если тебе нужна помощь, которая оказывается там, может быть, лучше, может быть, быстрее. А існує гэтая вось квота? Эта оговорка есть, но непонятно, как она Квота, будет квота. работать. Ну, калі ты патрыёт, калі у цябе Ну, мы же все разумееш, платим налоги, да, то есть получается, что я что-то вношу и, наверное, хотела бы как-то этим воспользоваться, да. С другой стороны, в объеме, установленном законодательством, то есть фактически на ведомственном уровне определяется, в каком объеме, да. кому? Да. И получается, что вот этот ведомственный уровень, он определяет, что это есть какие-то минимальные социальные стандарты. Да? А вот это место, честно говоря, меня уже не очень устраивает, потому что такое минимальный социальный стандарт? Ну, подорожник — это тоже минимальный социальный стандарт. Валерьянка. Да, да. Как меня будут лечить, на каком уровне мне обеспечат вот эту бесплатную помощь? І ў залежнасці ад хваробы. Абсолютно. А ў іншых краінах няма такога, што вось калі ты, я не ведаю, жывы, ці калі ты яшчэ там неяк можаш рухацца, тады гэта мінімальны сацыяльны стандарт. Это беларуская такая Як вызначыць? Так. Здесь же мощные лоббисты есть, и по разным заболеваниям есть сильные пациентские организации, которые определяют, да, есть права больного, которые, если у вас больной ребенок, допустим, с муковисцидозом, вы во всех странах цивилизованных будете требовать современного лечения. Есть прекрасные таргетный трехкомпонентный препарат Трикафта, да, тут все в восторге были несколько лет назад, просто тут шок был, да, представляете, все. Фактически там тяжелое инвалидизирующее заболевание, муковисцидоз, становится как сахарный диабет, то есть контролируемым, и человек проживет свою лучшую жизнь нормально, с минимальными ограничениями, да. В Беларуси этого лечения нет. Если мне это не обеспечивает государство, я там обращаюсь в пациентские организации, мы начинаем лоббировать, и достаточно быстро мы государство на это выведем, да. Ну, в Беларуси этого нет, когда будет неизвестно. Ну, минимальный стандарт мы вам обеспечиваем. Со стетоскопом тебе послухали, а уже рак, там, онкология... Ну, если вы помните историю, как судились родители девочки Веры Звонько с СМА второго типа, да, и они пытались отсудить вот это свое право на медицинскую помощь, им сказали, ну, вам же оказывается, вот массаж мы вам выписали бесплатный. Ну, человеку надо ребенку лекарство за $2 миллиона, которое доказало свою эффективность, уже во всем мире используется, а ей говорят, ну мы же ваш массаж делаем. Гарчишники. Да. А што яшчэ ў гэтым кодексе, у гэтых праўках, у заканадаўства пра здароўе ёсць, акрамя гэтага стандарту? Ну, есть еще обязанность пациента следить за своим здоровьем, что, с одной стороны, логично, с другой стороны, если я не выполняю, это вот эта обязывающая норма, да, я обязана следить. То есть, к примеру, если человек пьет, получается, что он уже не следит и не выполняет эти требования. А, ну, я не знаю, если я, допустим, флюорографию раз в год не прохожу, это я уже, получается, тоже, наверное, не слежу. Так, в каком объеме? Нейкий спіс? Ну, я вам могу нагадать. Речь шла, что должно быть вот какой-то перечень, который человек, ну, должен
делать, заботящиеся о своем здоровье. Я не знаю, там, если вы жирные на ночь едите, вы Вось заботитесь? картошку з Да. мясом не трэба. І яшчэ вось у ковідны час я памятаю, спадар Лукашенко казаў про тое, што а што ён такі Да, вельмі вялікі, трэба неяк спартыўным быць, гэта ж ён сам вінаваты. Вось вам і Просто Озимпик и Зипбаунд дорогие, так. поэтому пока не всем устроены. То бок яшчэ вось абавязкі. Наступны гэта ўжо Да, штрафы и будуць. как оно будет считаться, лишаюсь ли я права на бесплатную помощь, если я не сделала все возможное для сохранения своего здоровья, ну, здесь тоже возникают вопросы, особенно по людям с зависимостью, которых тоже надо, видимо, лечить, в том числе и от зависимостей. Вот. Непонятно, какое место занимает страховая медицина. Да? Фактически государство не может сказать, что, ребята, мы не можем обеспечить всем высокий стандарт лечения, поэтому какую-то часть вам придется взять на себя. Давайте мы вместе обсудим, у нас какой-то консенсус будет, кто в каком объеме может брать это лечение на себя. Ну, потому что, допустим, я там пользовалась страховкой, я была застрахована, если у меня насморк, кашель, какие-то ежегодные чекапы, я, по идее, иду по своей страховке, и все хорошо, я минимизирую, скажем так, свое изъятие своих средств, траты на меня государству, потому что я готова за качество, за, в общем-то, минимальные какие-то вот эти бонусы и возможности дополнительные платить эту страховку. В каком объеме сейчас это будет, что будет гарантировать государство, непонятно, и обсуждать это оно не хочет. Плюс, с учетом того, что все НГО разгромили, да, там, раньше в Беларуси был, допустим, геном, и родители, у которых дети рождались с заболеваниями генетическими, они могли обратиться, получить консультационную помощь, понимать, что есть в мире, на что можете рассчитывать в Беларуси, как получить то, что в Беларуси получить пока нельзя, потому что в Беларуси до сих пор фактически этих детей, СМАшников, сборы, ну, прям очень большие, да. И эта дискуссия, на самом деле, на каком-то моменте, она там всегда случается, да, допустим, в России была очень масштабная дискуссия, что, ребят, у нас бесплатная медицинская помощь, допустим, мы лечим детей там с онкологией, с нейробластомой, да, мы, допустим, химиотерапию им обеспечиваем бесплатно и операцию, но рецидивы больше 90%, а уже есть современные препараты, которые таргетная терапия, иммунная терапия, но мы не обеспечиваем этим ребенком, то есть фактически, если ребенок получает минимальный объем лечения, он почти гарантированно умирает. Опять, зачем нам гарантировать ребенку такое лечение? Тогда лучше его не лечить вообще. Да? А если мы его хотим лечить, чтобы вылечить, тогда мы должны гарантировать, потому что ну, там был момент, когда в России сотнями эти сборы шли. Просто там все сайты были увешаны одинаковыми детьми с одинаковыми заболеваниями. Но постепенно государство включается, его раскачивают. Оно говорит, ну да, действительно, вот ситуация поменялась, мы будем включать. Как в Беларуси сейчас этого добиться, когда реально нету пациентских организаций, нету НГО, никто не может там громко сказать, что, ребят, ну почему мы на очередного ребенка вот сейчас снова собираем? Ну, каждый год таких 5-7 детей рождается. Ну, давайте же мы как-то это сделаем централизованно. Почему каждый раз мама должна там в прединфарктном состоянии собирать эти сумасшедшие деньги? А больш за тое, вы ведаеце, што зараз адбываецца ў Беларусі з недзяржаўнымі медыцынскімі цэнтрамі? Гэта ж мэтанакіраванае знішчэнне адбываецца. Вось, напрыклад, Альфамед. Вось навошта гэта рабіць? Ну, смотрите, здесь может быть совершенно несколько разных сценариев. Самый-самый простой. Действительно, какие-то нарушения находятся. И зачем нам отвлекать наших врачей, которые вообще-то должны работать в государственной медицине? Зачем их отвлекать на частную медицину? Пусть работают в государственных больницах. У нас работать некому в государственных больницах. А они там, значит, колдырят в своих частных центрах. Да? Пусть работают на государство. Альфамед же не адзіная, з ладе была такая ситуация, новое зрение, яких... Я не исключаю, что там действительно есть какие-то нарушения. Ты же никогда не рассказывала. А гэта пра грошы? Ці гэта пра ахову здароўя і пра тое, што... То бок гэта аджалі і забралі сабе грошы і сферу, ці гэта ўсё ж такі каб яны шли працаваць у поликлинике? Посмотрим. На самом деле, ну, с новым зрением все очевидно. Действительно, у нас есть классная инфраструктура, а дальше мы сами. Да? То есть, мы читали в интернете, как это робится. Так? Нет, ну почему? Врачи-то останутся. Ковригин же не заберет с собой Вильнюс врачей. Поэтому спасибо, что построил нам классные клиники, обучил персонал, значит... Далей мы сами. Да. Дякую. А тое, што ў Беларусі часам знікаюць лекі, гэта наступства санкцый ці нешта яшчэ? Нет, ну я не думаю. Санкции же не распространяются на лекарственные препараты. Ну, где-то
просто не хотят на белорусский рынок регистрировать. Это отдельная процедура, что-то затягивается, Ага. что-то... Просто это не приоритетный рынок, и получается, что пробелы такие бывают. Где-то сложности с платежами могут быть сейчас, потому что вторичные санкции, расчеты и так далее. Вот. Ну, надо работать с производителями. Где-то, может быть, мы сами пытаемся там импортозаместиться. Да, вот этого у нас не будет, будет у нас отечественное. До речі, да. у гэтым кодексе пра здароўе новых праўках ёсць нешта пра лекі, ну, напрыклад, пра змену імпарта на свае, ці пра Ну, тое, это што обычно не в трэба... кодексе, это прописывалось отдельными, скажем так, как там, директивами, да, там 55% должно быть отечественного, да, ну Як вот музыкі берите калісьці. и, Мгм. да, берите и замещайте. Ну, что-то заместили достаточно удачно, и все говорят, что есть хорошие препараты, нормальные, да, а есть то, что заместить, ну, честно говоря, не очень удалось, вот, и приходится людям покупать за свои деньги, в том числе жаловались мне, по крайней мере, вот полгода назад, что даже препараты для химиотерапии покупали за свои деньги. І праз мяжу так шукалі Да. варыянты, як Да, знайсці. да, из Смоленска везли, из Не, Дальнего да рэчы, зарубежья датычыцца не везли. толькі людзей, але і жывёл. Я ведаю, што ўсе лекі для жывёл таксама вялікая праблема.